На данный момент сейчас ситуация, она постепенно идет на спад. Политсовет Амцахары провел очередную встречу, свою заседание, вернее, политсовета, на котором была дана их оценка с их точки зрения, да. Вот. Я думаю, что мне комментировать, наверное, будет немножко некорректно. Есть президент, наверное, если будут вопросы к нему, он это скажет. Тем более текст этой резолюции, там их итогового документа, она в прессе, каждый может прочитать и посмотреть. Вот. Но я думаю, что такая легкая попытка перенести вину на власть. Извините, никто их не приглашал прийти в МВД, в этот режимный объект. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Народ и власть, власть и народ должны быть едины как никогда. Народ, я имею в виду народ весь, не только там сторонники и так далее, ни в коем случае. Вот, поверьте, никогда не делили. Ситуация не только зависит от властей, это конструктивное должно быть зависеть тоже от оппозиции, которая сегодня пытается как-то критиковать власть, указывать нам на ошибки. Вот, лучше это делать в этом ключе, и есть определенные установленные Конституцией сроки, когда можно путем выборов влиять на политическую ситуацию в стране только выборами, а никак иначе. И самая главная еще задача нашего правительства – это спокойно подойти к референдуму, который обязательно состоится 10 числа, воскресенья. Двери избирательных участков будут открыты. Вот, и все те, кто посчитают нужным, возможным прийти и проголосовать, они это сделают. Кто не захочет, он не придет. Я читал решение политсовета, вот, что, мол, возмущены заявлением прокурора и так далее. А как, извините, пожалуйста, прокурор должен спать и молчать? Как это так? Случилось событие. Был атакован режимный объект. В 2004 году были события нелицеприятные. 2014 год тоже, он неоднозначно можно о нем говорить. Все равно было политическое напряжение, скажем так, мягко говоря. Но никто себе не позволил в этот день кидать камень, бутылки с зажигательной смесью, или потом вечером с автоматами устраивать разборки. Позавчера мы, к сожалению, эту черту тоже перешли. К большому сожалению. Хотел бы подчеркнуть, сказать еще раз. Тем, кто очень серьезно перешел черту, на снисхождение надеяться не стоит. Все, что об этом говорит закон, Конституция, уголовное право, все это будет применено. Конечно, окончательное решение будет за судом. Я очень надеюсь, что дело обязательно будет передано из прокуратуры в суд, и оно будет иметь логическое завершение. Вещи надо называть своими именами. Это никто никого не пугает. Вы все видели, что там происходило. Какой беспредел и какое бесчинство. Один раз простили, второй раз простили. Извините, почему-то в нашем обществе доброта принимается за слабость. Неправда. Власть не слабая, и власть способна вернуть ситуацию в законное русло. Были ли контакты у власти с лидерами оппозиции? Насколько я знаю, переговоры идут, посылаются группы, народная дипломатия используется, официальные каналы и так далее. Идут, насколько я знаю, это происходит. Леонид Зябшева в здание МВД не приходит. Все это не более чем досужие вымыслы. Мне буквально вчера один из руководителей оппозиции звонил, говорит, а что вы делали указ, а он там находится. Я быстренько выяснил, это страшилки, это просто выдумки, инсинуации, опять, чтобы накалять ситуацию. Это все звенья одной цепи, неправда. Леонид Зябшева указом президента и де юре, и де факто отстранен на время проведения прокурорской проверки.